С утра дожди, ребята. 15 октября. Ё-моё, надеялся, сегодня будет хорошее утро. Опять сырость, опять дождь, опять тучи, ветер. Ничего хорошего в этом нету. Вот так вот начинается утро. Ну, ничего не поделаешь. Все равно надо сходить. Побродим пару часов хоть в тайге. В такую. Время 7 часов 30 минут. 7:30 уже. Пипец, день теряю. Уже как встал. Считай, 2 часа, бля, еще провалялся. Даже засыпал, даже сон видел. Дождь не прекращается, хоть убей. Не знаю, что делать. На рыбалку сходить. Хоть бы на пару часов. Блядь, тучи вообще до елок даже спустилась тучи. Вот что значит, вот накопилась все-таки эта вода в небе. Всю осень у нас солнечные дни, сухая погода была. И вот прорвало. Прорвало, и уже который день идет. Неделю. Считай, когда с числа 5 началось уже вот. А как мы сюда приехали, уже непрерывно идет дождь. Непрерывно. Сегодня надо к речке сходить, к лодке сходить, обязательно вычерпать воду из лодки. После таких дождей вода поднимется, там может и лодку придется приподнять чуть-чуть еще. Быстро может, знаете, вот, быстро где-то полметра может вода подняться и резко может упасть там. Там верховья, там на видать, гористые места. Быстро потом скатывается вода. Да. Ой. Ой. На улицу даже лень смотреть, неохота смотреть. Не лень, а неохота смотреть. Ждешь целый год, приезжаешь и в избушке приходится сидеть. Толку просто нету в такую погоду ходить. Нету толку. Никакого. Вчера хоть какие-то вот небольшие остановка дождя была, и то дичь прячется в такую погоду. Я начинаю злиться. На улице 3 градуса. Вот этот дождь будет, там дожди пойдут, дожди. Потом резко все похолодает. И выгонит меня пинком под зад отсюда. Ладно, съезжу домой. Если что, если захочется, я еще приеду. Надоедает такая погода. Посмотрим, как там уровень воды. Я, ребят, решился все-таки сходить на охоту. Вот это понимаю. Вода начала прибывать, и очень даже быстро, много. За 2 суток минимум 10 сантиметров. Вот наша палка. Вон она. Даже может больше 10 сантиметров. Это вчера я не подходил к реке. После таких дождей должна вода подняться, это неоспоримо. В общей сложности сантиметров
25, наверное, уже вода пришла. Смотрите, какая погода. Смотрите, как капает. Вон, смотрите, с деревьев. Сейчас свистанул рябчика, вообще молчат. Затаились, спрятались все. Схожу-ка хоть до фотоловушки. До первой фотоловушки. Он не так далеко. На звериной тропе, которая стоит. Хочется посмотреть, кто-то в кадр попал или нет. Как-никак кто-то тут лаял пару дней назад. Интересно, кто там был. Да. Ладно, ребят. Все, раз начал, она вода вот так будет подниматься сейчас. И очень много поднимется. Но она вот где-то вот до этого уровня она поднимется. Полметра еще поднимется точно. Такие дела творятся у нас сейчас. На реке. Супер лодка. Легкая получилась, вообще здорово. Нормально, мне нравится. Кому интересно, можете посмотреть, там на канале есть, как я это строил лодку. Или напишите мне, я отправлю ссылку этого фильма, посмотрите. И сам уже сделаете то же самое. Такая уже лодка получится у вас хорошая, быстрая, устойчивая. Вообще. Вот такая погода. А у нас погода неустойчивая, ребят. Хочется солнца. Штиль. А смотрите, что творит. Ладно, давайте сходим, посмотрим, что там. Вот, смотрите. Это мои капканы. Здесь второй номер. На куницу. Обычно нулевку, первый и второй номер я на куницу ставил. А там уже фотоловушка. Вот такая тропинка здесь. Сосновый лес. Не знаю, кто-то в кадр попал или нет. Но все же я, наверное, сниму отсюда эту фотоловушку и поставлю на другое место. Куда-нибудь. Отсюда сниму. Здесь несколько дней уже он был. Сейчас подумаю, куда его можно отнести. Вот она, фотоловушка наша. Ребят, есть один кадр. Животное попало. Сейчас вы увидите, сразу я выложу, кто тут прошел. И, знаете, я решил, не поленюсь, сейчас еще схожу подальше на более интересное место, где возможно больше шансов кого-то заснять. Ну, туда поставлю, посмотрим. Здесь тоже не ожидал, но я говорил, здесь постоянно здесь идет миграция. Это звериная тропа. Из года в год здесь одиночки ходят и стаями ходят. Постоянно. Так было и будет. Да, нормально. Понравилось. Одна фотоложка заработала. У нас еще вторая фотоложка. Вон на дороге. Там шансов еще больше. Там тоже всяко разные звери ходят. И еще, возможно, там в кадр попадет этот глухарь. Фух, хорошо. Чуть-чуть дождик. Ну, моросящий идет, но более-менее вышел там на сосновый лес. Ельники вообще капает, невозможно ходить. В общем, поброжу. Случайно на глаза попалась такая огромная сова, ребята. Вон он летит сейчас, видели? Просто огромная. И эта сова всю зиму у нас зимует. Потому что зимой, когда она всю ночь ухукает там. Сейчас я его хоть увидел. Такого вот серого цвета. Блин, высота на 70 сантиметров. Вообще огромная сова. Смотрите, место какое прекрасное. Тут ягель, а там в низине сырость. Фотоловушку я вот установил. Вот, примерно вот так будет он снимать.
бывает здесь еще тоже барая птица ходит. И миграция тоже здесь идет у зверей. Так что не просто так я сюда принес. Так что будем надеяться, что кто-то в кадр попадет. Ну, вот так, вот такой вид здесь. Очень прекрасный. Все оставляем. У меня только часы неправильно показывают. Дата, и все сбилось. И у меня нету часов, чтобы исправить. Сейчас сколько времени точно. Так что это другой раз. Не в этом сезоне. Самое главное, что в кадр кто-то попал. Конечно, интереснее, во сколько кто как ходит. Но часов нету у меня исправить. Неужели попал? Бля, попал. Вот это да. Не ожидал. Подранил, ребята. Сейчас буду бегать за ним. В крыло, видать, попал, зацепил. Вон он. На крыло. Ну вот, ребята. Самочка. В крыло попал, во-первых. Не только в крыло. В туловище. Хороший выстрел, между прочим. Вот сюда попал. Вот, пуля так попала. Хорошее попадание, ребят. Но это на авось тоже стрелял. Потому что тут, оказывается, 3 штуки было. Первый, который вот этот рябчик взлетел, полетел, сел, я его видел. Примерно ориентир, куда он сел. Ну, самочка была, села. И второй вот сейчас только взлетел, и один туда еще. 3 штуки, короче. Потом, знаешь, куда он сел, он, оказывается, по случаям уже перешел на другое место. Примерно от посадки метр в стороне уже, оказывается. И я там увидел, как он вытряхивается. Воду, наверное, вытряхнул из себя. И, короче, там такие сучья вообще пуля непробиваемые. Вот я потом несколько шагов сделал и увидел его голову. А туша за сучьями была. Вот я решил прям через сучья, думаю, у елки там мягкие сучья, вот эти ветки. Не те сучья вот снизу, которые вот эти, как кость. А вот верхние мягкие. И думаю, думаю, вот попал. Да и хорошо попал, между прочим. Не только крыло задело, а там насквозь прошла. И пипец они какие пулебойные. Ну вот, с добычей, ребят, нас. Первая добыча. Начнем с малого. Глухарей нету. А с собакой бы я этого не добыл. Потому что собака пугает рябчиков. Я рад этой добыче. Считай, суп уже есть. Можно суп сварить. Очень вкусный суп получается из рябчика. Прям идеально очень вкусный. 100 раз вкуснее глухаря. Кополуха тоже не сравнить, конечно, с глухарем. Кополуха очень вкусное мясо, тоже у кополухи. Но рябчик ни на что не поменяю. Ни на что. Ни на глухаря, ни на этого, как сказать, косачей, ни на крупных там зверей. Если взять лосей или еще других,
животных. Самое вкусное и азартная охота — это охота на рябчика. Поверьте. Вот такое мясо. Если раз в жизни вы попробуете именно суп, не то что вот, как сказать, в ресторанах, может, подадут вам, как сказать, с этими, с ингредиентами всяко разными, с добавками и с приправами. Нет, надо именно рябчик, вода, картошка, соль. Больше ничего не добавляйте. И вот этот бульон вы просто скушаете, и вы на всю жизнь запомните, что такое рябчик. Да, он вкусный. Везде все шумит, блин. Ладно. Немножко боюсь я медведей, как ни крути. Не хочу с ним встречаться. Ой, как не хочу. Сейчас дальше пойдем. Я в азарт вошел. Нет, да, когда натыкаешься, может, и можно добыть даже и рябчика. Поброжу еще. Есть. Вот это выстрел. Фу. На таком расстоянии попасть. Это что-то с чем-то. А вон он, ребят, нашел. О, это уже. Это уже самец. Ух ты. В шею попал. Значит, пуля чуть-чуть в уши даже прошла. Вот. Ну да. Вот так сидел. Да нет, нормально. Очень даже неплохо попадание. Вообще здорово. Дождь прекратился, ребят. Вот такой здоровяк. Самец. И как вы видели, я только, как сказать, показал, как я выстрелил. Потому что, ну, у меня камера всегда в кармане. У меня не на голове, нигде. У меня в кармане всегда спрятано. Я шел, и вот прямо над головой, оказывается, рябчик был, взлетел и перелетел на другое дерево. И вот под выстрел я так подошел. Ну, блин, расстояние такое идеально хорошее было. Где-то метров 50. И вот видели как, ну, я не знаю, этот выстрел просто я, наверное, из 5 баллов оцениваю. Идеальный выстрел получился. Попал в точку. Ну. Еще один был там. Тоже взлетел, и я даже не увидел, откуда взлетел. И когда они взлетают, они летят. Но в такую погоду, наверное, видать, ну, скажу вам, далеко так и не летят. Вот 2 рябчика, они взлетели и, скажем, под выстрел улетали. С добычей нас, ребят. 2 рябчик. Вообще не ожидал. Честно, не ожидал. Я вообще никакой надежды сегодня нету, чтобы кого-либо добыть. Вот на тебе. 2 рябчик. С добычей. Иди гуляй. Вернулись с рыбалки, ребят. Дождь до сих пор не прекратился. Идет и идет. Приходится вот в таком плаще ходить. Там, между прочим, рябчик свистит. На нас ходить надо в ту сторону. 2 рябчика даже. Тулан что-то проверяет, нюхти. Тулан, ну раз теперь.
Вот результат рыбалки. Ну, на сегодня я его пожарил. Щука. Тула на спать. Ну там привада у меня, я коплю туда. В общем, как и говорил, внутренности, крылья, все это, головы от утки, от рябчиков, все внутренности. Хорошо, если будет глухарь. Там, конечно, много чего интересного у него есть. Кишки там 1,5 килограмма. Вот. Ну, так, вот знаете, вот по мелочи туда-сюда, туда-сюда. И далеко уже ходить не стану сегодня. Сейчас еще мне на другой берег надо сходить. Без ружья, без ничего так схожу. И еще раз к лодке надо спуститься. Вот все это я не снимаю. Ну, просто для съемки. Вот погода, смотрите. Снимать буду только охоту. Все время объектив в воде там, когда ходишь. Так что снимаю минимум. Дровишки надо еще дополнительно расколоть. Там пару чурок, наверное, осталось. Или вчера я уже все расколол. Да, надо спилить по-новому. Вот эти несколько чурок спилю. И, наверное, буду колоть. Вот этим тоже займусь сегодня, возможно. Вот эту кучку надо все сжечь. Там у меня в запасе еще есть. Тоже надо перетаскать вот такие камли. И тоже спилить. Вот так и проходит день. Особо нечем хвастаться. Но туда еще сейчас на поводок бездельника посажу и схожу к тем рябчикам. А, Тулами, слушай, ответ. Ох, хитрец. Тула, уши торчком. Тулами. Вот-вот. Как будто не видит. Я, ребят, спрятался под навес. На улице дождь не прекращается. Ночью шел дождь, днем, сейчас вечереет уже. И, в общем, дождь не прекращается. Я готовлю ужин. Вот суп, как сказать, утка. Не суп, а утка. Смотрите, как она разварилась. Вот, прекрасно видно. Видите как? Мясо молодое, видать. И всю ночь у меня утка была в печи. На печи-то есть, на плите. И хорошо разварилась. Я сейчас добавлю картошку и буду варить суп. Прям от косточек, видите, как отделяется мясо. Ой, упала шляпа она. И это еще надо убрать отсюда. Вот, прям все отходит. Это говорит о том, что утка молодая, во-первых, и хорошо мясо приготовилась. Жирная, блин. Ну, еще добавлю картошку и все. Кроме этого, ребят, я еще буду жарить щуку. Она уже жарится, в принципе, на печи. Остается только мне приготовить суп. Сейчас еще с Туланом мы ходили к реке, и за сегодняшний день с утра, и вот сейчас мы после обеда сходили, часов 2, наверное, было. Получается 5 сантиметров воды еще пришло, 5 сантиметров. Вода, знаете, просто на глазах начала прибывать, просто на глазах так поднимается. А река меняется, сейчас уже, завтра вы не узнаете речку. Она просто как весной, полноводье скоро будет. Из-за того, что сутками идет дождь. Весь летний и осенний дождь вот сейчас вот идет. Что будем домой возвращаться по большой воде. Самое главное, чтобы моя старая лодка не уплыла. Ну, там соседу сказал, чтобы присмотрели, если что, говорю, если вода будет подниматься, там поднимите мою лодку или наоборот оттолкните, чтобы уплыла. Вот такие дела. Ну вот, все, картошка
есть. Еще зайду там посолю. Ну, вот такой супчик тут. Целая кастрюля почти. Куриные косточки, не знаю, съест. Куда упал-то? А, вон она. Вот эти косточки съест, нет. Утку собаки, как ни странно, не едят сырую. Тулан тоже погулял, сейчас накормил, каша всегда у него есть. А? Анан, держи. Смотри. Лениво сейчас выйдет, ой, лениво. Старую лодку надо на озере, которая уже сгнила, разобрать и этой жестью, как сказать, покрыть у Тулана будку. Жестянку сюда принести и прибить. У Айды как бы там тоже из старой лодки жесть есть, грызет нормально. Но все косточки ему, конечно же, пойдут. Рыбьи, утиные или еще рябчика сварю там. Все идет собаке отходу. Вот. Ладно, сейчас я уже домой позвоню, если дозвонюсь в такую погоду. И зайду в избу. Все, больше сегодня никуда не пойду. Погода кошмар. Просто, ну, вот это повезло нам в этом году, в этом сезоне. Поохотились, скажем, блин. Толком нормальной погоды еще не было. Время, ребят, без 15:05 вечера. Будем ужинать. Сегодня на ужин у меня утка, свиязь. Попробуем. Ну и тут еще пожарил щуку. Сегодня первое и второе. Попробуем. Между прочим, вкусная утка. Я особо так не люблю утиный суп. Ну, суп из утки. Обычно готовим его, утку в этом, ну, тушим, жарим. А вот этот жирная и сам по себе она вкусная утка, свиязь. Угу. Немножко подостыло уже самое то. Чуть-чуть не досол. Сейчас на улицу не выходил, не знаю, дождь перестал или нет. Сейчас позвонил тоже домой, чуть ранее. И Викторовна говорит, жена, что ну, завтра, ну, до 3 утра дождь еще обещают в нашем районе. А день, ну, она сказала, что днем дождя не будет. Посмотрим. Если не будет, с собакой пойду на поиски глухаря. Ну, как сказать, поиски. Будем искать, добывать. Сегодня добыл 2 рябчиков и поймал щуку. А послезавтра и следующий день опять дожди, потом минусовая температура обещают. Прохладнее становится.
Сейчас погода будет скакать. Тепло, дождь, снег, холод. Потом резко опять может потеплеть. Ну, примерно так. Вот. Ну, что сказать. Все, наверное, на сегодня. Я поужинаю и пока буду лежать, отдыхать, спать. Высыпаюсь. Уже не лезет. Сегодня утром вставал, дождь идет, потом опять спал. Что еще делать? Дни короткие. Весной, скажем, можно с рассвета до вечера, там, до ночи можно работать. День длинный, световой день, а сейчас уже все стемнело. Только под фонариком, если что. Вот. Так что давайте посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, будет хорошая погода. Будет хорошая погода, будет хорошая охота. На сегодня пока, ребят, я ужинаю. Жирная утка, ой-ой. Прям жир плавает.